Профилактический осмотр по вызову. Сегодня на очереди Зорька. Пока ее товарищи по стойлу с утра на пастбище, у этой рогатой красавицы будут забирать кровь из еремной вены на проверку наличия бруцеллеза и лейкемии. Ветеринар вводит иглу на глубину 1 сантиметр. Набираем кровь. Лечебно-профилактические мероприятия в скотоводческой сфере требуют особого внимания и регулярности. Трепетно к этим вопросам относится Шамиль Исаев. Всего в хозяйстве фермера 20 голов крупного скота и 40 овец. За 6 лет ведения хозяйства животное с бруцеллезом попадалось 1 раз пару лет назад. Мы обследуем год-два раза на бруцеллез, лейкоз, все процедуры. Вот приезжают врачи, уколы, вакцинация, все необходимое делают. Кровь отвозит, проверяет. Никаких проблем с этими болезнями у нас в данный момент нет. Для проведения серологических исследований от животных должны отбираться пробы крови в объеме 5-7 мл, пробирки без антикоагулянта. Для выявления инфекционной болезни обязательно нужна венозная кровь. В день специалисты Сунжинской ветеринарной станции проводят до 10 таких процедур по району. Если обнаружили, значит, у нас есть бруцеллезные, повторно делаем еще раз анализ для подтверждения. И потом мы этого крупнорогатого изолируем отдельно. Там место, которое стояло крупнорогатый, мы обрабатываем тщательно. И этот крупнорогатый подлежит на убой. Далее весь материал передается в ветеринарную лабораторию, где специалисты в течение 3 дней проводят исследования. На сегодняшний день в республике функционирует 2 диагностических ветеринарных лаборатории – Республиканская и Назрановская районы. Они полноценно оснащены оборудованием для проведения исследований сыворотки крови, а также молока на бруцеллез. Все необходимые реактивы, сыворотки, наборы, тест-системы поступают в республику из Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета. В отделе серологии Республиканской ветеринарной лаборатории работают 4 специалиста, которые ежедневно проводят плановые исследования в соответствии с госзаданием. Ветврачи провели свыше 6000 проверок только за последний сезон. Постановку делаем по 3-4 реакциям для того, чтобы иметь стопроцентную уверенность, что животное необходимо удалить и нужно приступить к оздоровлению этого, даже пусть это маленькое подворье или личное подсобное хозяйство или КФХ, то есть нужно приступить к выполнению этих мероприятий. Проверку на наличие инфекционных заболеваний животные должны проходить 2 раза в год. По данным Федерального центра ветеринарии, за последнюю неделю июля на юге России выявлен 21 случай заражения животных бруцеллезом. Вспышки зарегистрированы в Дагестане, в Ставропольском крае и Калмыкии. В Ингушетии с начала года не зарегистрировано ни одного случая заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота, овец и лошадей. Всего в 2022 проведено более 41 тысячи исследований крупного рогатого скота, 28 тысяч мелкого и 272 лошадей. Это заболевание выявить, мы проводим эти мероприятия в плановом порядке. Очень короткий инкубационный период у этого возбудителя, 28-30 дней. То есть теоретически животное может многократно заражаться. Поэтому мы требуем всех животных вновь поступивших, кто-то приобрел или кто-то закупил скот, или кто-то, формирует новое хозяйство. Животных нужно карантинировать. Обязательно поставить на карантин 30 дней. В этот период владельцы животных обязательно должны привезти эту кровь от животных в лабораторию, чтобы мы поставили соответствующий диагноз или его отсутствие. Бруцеллез относится к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера, как для животных, так и для человека. Больше всего ему подвержены коровы и овцы. При вспышке заболевания хозяйства и предприятия подлежат закрытию на карантин. Бактерии бруцеллы могут обитать в почве, воде, кормах, навозе, откуда попадают в пищеварительный тракт животных и оседают на слизистых. Заражение происходит и через дыхательные пути и слизистые. Зараженное животное подлежит полной ликвидации. Люди болеют от животных этим заболеванием, но клиника, можно сказать, такая не характерная, но тем не менее последствия сложные. Практически избавиться от него невозможно. Это и мочеполовая система страдает, и органы воспроизводства, я имею в виду, это и сердечно-сосудистая система. Ну и в целом организм, конечно,
подвержен этому заболеванию с самой серьезной стороны. Заражение человека бруцеллезом от больных животных происходит контактным, пищевым и воздушными путями. Бруцеллы проникают через малейшие повреждения кожи. Пищевое заражение часто происходит через сырое мясо, а также при употреблении молочных продуктов – сыр, масло, брынза. Воздушным путем заражение может наступить при попадании в дыхательные пути пыли. Полностью вылечиться от этого заболевания не могут ни животные, ни люди. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.